Рогачевский, РОВД 96. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. А скажите, Добрый завтра, день. да, завтра на параде можно говорить «Долой война, миру мир»? Конечно, можно. Слава богу, а то нигде нельзя, Счастливенько. а у нас можно. Оперативно дежурный Сургучевского РОВД. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли завтра на параде говорить «Миру мир» и «Стоп война»? Ну, знаете, я на данный вопрос ответить не могу даже. Завтра будет парад, а можно на этом празднике говорить «Стоп война, миру мир»? Не стоит. А чего? Ну зачем? Так наши ж деды и отцы за мир воевали. Ну, не надо. Точно? А что можно говорить? С праздником. С Днем Победы. Я думаю, не стоит вам говорить, просто провести данное мероприятие в тишине, в спокойствии, посмотреть мероприятие и спокойно уйти домой. Мой так вам совет. Ну, так вот вы мне даете совет. Спасибо большое за этот совет. Но чем мы руководствуемся, когда мы так думаем? Законодательством. Так, а в законодательстве написано, что нельзя говорить «миру мир»? Я же говорю, данный такой тонкий вопрос я вам не подскажу. Хотите, приходите в Охотнинский РОВД, данный вопрос обсудим конкретно. Ну, завтра День Победы, поэтому не надо. Так «Стоп война» не надо в День Победы говорить? Нет. А почему? Ну, не надо. Это вы чем руководствуетесь? Вы спросили, я ответил. Ну, это ваше личное мнение. Нет. А чье? Ну, вы же спросили, я вам ответил. Ну, так вы, наверное, руководствуетесь нормативно-правовой базой какой-то. На что вы ссылаетесь? Я вам повторяю, вы спросили, я вам ответил. Ну, так вы, значит, выразили свое личное мнение, а не букву закона. Не выражалось свое мнение. Так на что вы просто ссылаетесь? Вы спросили, я вам ответил. Так получается, мы за войну, что ли? Я вам говорю, что если вам нужны какие-то комментарии по вашим просьбам, можете обратиться в службу УВД. В Гомель, что ли? Да. Немножко политические вопросы. Миру мир, стоп война, где ж тут политика? Ну, не настолько у меня высокая должность, чтобы давать вам разрешение, как вести вам на параде. А, господи, елки, кому не позвоню, никто не знает. Так а что ж это за времена наступили у нас? Спокойно, у нас хорошие времена. Я вам такое не подскажу. А кто подскажет? Не знаю. Обратитесь в военкомат куда-нибудь, в исполком. Не знаю. Нам не было никаких рекомендаций. Я дежурный по РОВД. Мне тогда никаких не давали. Лозунги плохие не нужно говорить. Так миру мир это плохой? Миру мир. Лозунги. Вы имеете в виду на параде? Ну, миру мир, долой война. Это У нас смерть. парада нету, чтобы вы знали, Украинкевичев. Ну, праздник будет же. Но Ну, что-то ж будут парад показывать. в крупных городах. Вы против российской агрессии? Да, И публично хотите об этом заявить? хочу, да. Я комментировать на эти вопросы не имею права. Не компетентен. А для чего вы хотите? Вы с каким-то лозунгом или что там хотите быть? Ну, я за то, что 9 мая скоро. Мы же все против войны, вот, против войны. А Россия напала на Украину, мы против такого, такой агрессии. А как фамилия ваша? Я пока не скажу, я пока опасаюсь. А что тут такого? Ну, просто я спрашиваю. Надо согласовывать это все, понимаете или нет? То, что вы там будете делать. Не, ну, деды воевали, с плакатом. миру мир писали, так? Ну, миру мир можно говорить, ладно, без плаката. Миру мир. Вы это будете призывать к чему-то, правда? К миру. Так, как фамилия ваша? Да я пока не скажу, вы меня как-то пугаете вообще. Я не понимаю. Я понял. Просто, просто вы сейчас приедете ко мне, будете опрашивать, а я ничего не сделал. Так а за что меня опрашивать? Я говорю, что миру мир, стоп российской агрессии. Правильно? До свидания. Ну, какой протест, как вы это хотите выразить? Ну, скоро 9 мая. Я хочу сказать, стоп российской агрессии. Она же напала на Украину. Ну, придите в РОВД, мы заведем вас к компетентному сотруднику, он объяснит вам.
Так а сейчас этого компетентного сотрудника рядом нету? Нету. Так а кто и как его зовут? Я вам еще по телефону сотрудника данные буду называть. Я так понимаю, что у вас один есть сотрудник компетентный в целом РОВД, и к нему вводят по таким Я вам вопросам. еще раз говорю, если такие вопросы, подходите сюда, мы вам все расскажем, объясним. Вышла у нас с соседкой ссора. Слышите меня? Алло. Так, и что у вас там случилось с соседкой? Я вообще хотел спросить, вот мы с ней поругались, она не поддерживает российскую агрессию, а я сказал, что вообще это уголовно наказуемые дела. Так мне заявление на нее доносить или В как? каком плане она не поддерживает российскую агрессию? Не поддерживает российскую агрессию, ну что Россия напала на Украину. Ну и что в этом такого? Нет. То есть, Объясните. ну не надо подавать Ну, заявление. объясните мне, расскажите, может, я что-то не понимаю. Ну, это значит, что она против СВО. Что значит, человек не хочет войны. Так а так можно, что ли? Ну, ничего в этом страшного нет. Скоро 9 мая. Миру мир говорить можно, против войны говорить можно. Мы против войны, миру мир. Если это будет какое-нибудь пикетирование, то нужно брать разрешение. То есть без разрешения говорить миру мир, стоп, война нельзя. Да, нужно разрешение получить сразу. Серьезно? Ну, да. А если не дадут разрешения, так что, нельзя такое говорить? Если разрешение не дадут, Ну, получается, что нельзя. а так ради чего тогда наши деды и отцы воевали в Великую Отечественную войну? Для чего? Чтоб потом нельзя было говорить миру мир? Как-то мне моих детей учить теперь? Учебники по истории открывайте, там все написано. Так там написано миру мир, СССР выиграл Гитлера, Гитлер проявил агрессию, или он не проявил агрессию? Так, на время нет у меня столько с вами долго разговаривать. А так а куда мне обратиться тогда, чтобы точно знали, как надо? Дубровинский райисполком, наверное. А там кто? Я даже не знаю, куда вам обратиться. Конечно, война не нужна нам. Вы же ничего плохого такого не высказываетесь. Ну там стоп-агрессор. Нельзя такие стоп-агрессор, все остальное. А стоп-агрессор нельзя? А долой война можно? Уважаемый, нельзя высказывать какие-то высказывания и все остальное. Надо вести себя культурно и достойно. Да как так? А праздник чему посвящен? Ну, в Дню Победы. Вот за победу. Вот за победу стоп война. Или за победу и давай еще войну. Никакой войны. Вы антивоенную позицию занимаете? Конечно, все против войны. Ну, а что ж тогда Украину бомбят? Мы же не знаем, кто бомбит. Ну, а кто с Как территории... ваша фамилия, имя, отчество? А кто с территории Беларуси зашел на территорию Киевской области? Я не знаю, кто там зашел. Я не могу давать такие пояснения вам. Так давайте я вам дам, чтобы вы знали. Как ваша фамилия, имя, отчество? Я не скажу, потому что вы сейчас приедете и будете уже пытать. Не надо нам такое. Я против Чего войны, мы против будем пыток. пытать? А что у вас работа Ну, такая? вы против, понятно, все это. Вы звоните на линию, мы хотим записать ваши данные. Не, я вам не скажу, потому что я знаю, с кем имею дело. Так я вот и уточняю, можно ли завтра похвалить наших дедов, которые немецких фашистов били. Конечно, наши деды молодцы, все это. Ну, Так как ваша фамилия, имя, отчество? а можно похвалить украинцев, которые бьют российских фашистов? Уважаемый, фамилию, имя, отчество нажать свои будете? Нет, не буду. Короче, Квитней Беларусь, стоп моль, стоп таракан. Разберемся. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Ведь немецкий порядок формировался века. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента.